Поэма «Шейх Мансур». Поэт Тугузов Асланбек. Запись и сведение Денис Атабаев. Читает Аднан Нагаев. «Прощай, имам!» Нагает с плетью слегка коснулся рысака, и тот, всхрапнув во тьму столетия, умчал лихого седока, как будто звездного ребенка, через надмирный перевал. Но в странно вздрогнувших потемках другого действа грянул бал. Не шарканьем по паркету великосветских каблуков, а тьмой клубящейся от света и полной лицами врагов. Вот выплыл призрак стариковский с кнутом в опущенной руке, и шейх узнал — Степан Шишковский в своем немецком парике. Глядит слезливыми глазами и что-то силится сказать, но только шамкает губами, и трудно узнику понять. Чего он хочет, этот молью, съеденный призрак старика, но с сожалением и болью он грустно смотрит на врага. И тихо, поводя плечами, чуть слышно шепчет в темноту: «Ты, секший грешников плетями, готовься к Божьему кнуту». Мне жаль, в душе твоей тревога, тоска и больше ничего. Прощай, старик, проси у Бога, моли прощения у Него. А я простил, без сожаления, за всех живущих на земле. Шишковский с горьким изумлением вздохнул и сгинул в сизой мгле. Роняя длинный кнут в потемки слепой истории веков, но следом вынырнул Потемкин, горбясь от груза орденов. И словно длинным опахалом, раскачивая пустоту, командным басом генерала встревожил злую темноту. «Ну что, Мансур, решил проститься? А мог бы просто жить и жить, и матушке императрице всемилостивейшей служить. На южных рубежах Кавказа, заслоном нашим, так сказать. Но ты, фанатик и зараза, решил безумно бунтовать». И машет пальцем, но устало имам с сочувствием глядит на тучный призрак генерала и, улыбаясь, говорит: «Ты прав, пора уже проститься, дорогу вечную стелить, тебе бы Богу помолиться, чем пальцем в сумерки грозить. Не забывай, в глуши порожней, крушитель вражеских бойниц, что милость Господа надежней капризных милостей цариц. Теперь уйди, не будь помехой у уходящих на пути». И тихий легкий приступ смеха из впалой вырвался к груди. И стало тихо с круглой башни, где поменялся караул, балтийский ветер злой и влажный в окошко узкое подул. И, всполошив все захолустье ночной свинцовой синевы, вдруг треснул лед чуть выше устья морозом скованной Невы. В апреле эра ледостава подходит медленно к концу, как жизнь, как ветренная слава, как смотр полночный на плацу. И кто-то крикнул, что есть силы, но оборвался тут же крик, так быстро, словно задушили, и следом вырвали кадык. А может, это ветер с поля унес его в чужую степь? Мансур вздохнул и силой воли чуть подтянул коленям цепь. И вдруг увидел, сквозь бессонный туман, поджары и легки, идут безмолвные колонны, закутав лица в башлыки. Насечки длинных пистолетов мерцают тускло тут и там, и в дым простреленных бешметов полы подвязаны к ремням. Как там у Сунжи в полдень серый, за догорающим селом, когда безжалостный Пьери упал с простреленным виском. И узник с трепетом сердечным глядит и слышит бег минут. Идут чеченцы маршем встречным и запах Родины несут. И с радостью, почти с натугой, он смутно видит впереди, идет мулла Усман в кольчуге, мулла Умар чуть позади.
и пряный аромат Кавказа сметает каменный зиндан. «Салам алейкум, сын Шабаза!» — приветствует его Усман. «Неважно выглядишь для шиха, одни лишь кости с бородой». И шейх смеется, тихо-тихо, смакуя говор дорогой. «Мир и тебе, шутник шалинский, хотя свинину я не ел, здесь кормят все-таки по-свински. И вот, как видишь, похудел». И долгий смех веселым эхом уходит в гулкий коридор, и изумленный этим смехом тюремщик крестится в упор. «Иисус Христос, израильтянин, спаси нас, грешных, и прости!» Совсем свихнулся басурманин, видать, готовится уйти. «Господь ты мой, живу полвека и много в жизни повидал, а вот такого человека в тюрьме впервые повстречал. Ты, зрящий в сумерках эфира лихие тайны бытия, прости его за муки мира, простишь и грешного меня». И, взяв фонарь к тяжелой двери, он глухо охая идет, за ним, как пес лимонно-серый, тьма коридорная плывет. А там за дверью, сквозь преграды веков забвений и камней, стоят чеченские отряды и долго смотрят на вождей. Кинжалы, вложенные в ножны, дымят черненым серебром, живые спавшими в надежной цепи, что братством мы зовем. Ничто не вечно, все проходит, и только вечен лик его. Мулла Умар вперед выходит, не пряча горя своего. «О, Ушурма, о сын Шабаза, о наш прославленный имам, сверкавший гранями алмаза и ставший назиданием нам! Хвала Творцу, вся мощь и сила ему вовек принадлежат. Он посылает Джабраила, и он же шлет его назад. Будь ты слугой или падишахом, или шейхом, брошенным во тьму, мы все принадлежим Аллаху и возвращаемся к Нему. Преславен Он, твое терпение и дух нетерпящий оков достанут мерой искупления на чаше истинных весов. Пока Аргун под небесами, как белогривый снежный волк, зло пенясь между валунами, несет к долине свой поток, доколь седые льды Башлама сияют в сумеречной мгле, и дети Евы и Адама еще блуждают по земле, ты будешь жить в преданиях поздних, грядущих наших сыновей, и будут северные звезды беречь покой твоих костей. Прощай, имам!» Махнув рукою, Умар смешался с сизой тьмой. А где-то глухо за рекою, за мрачной крепостной стеной, за бесконечными лесами, за белой снежной пеленой, над допотопными горами раздался ясно волчий вой. И месяц, бледный отщепенец, ему безмолвно дрожью внял, и умирающий чеченец вдруг твердым голосом сказал: «О, братья, о, моя подмога, о, свет начала и конца, свидетельствую, нет Бога помимо нашего Творца. И Мухаммад, его посланник, и наш прекрасный поводырь, а ваш собрат всего лишь странник, ни шейх, ни светоч, ни эмир. Имам мятежного Кавказа, носитель веры и ума, теперь он только сын Шабаза, простой чеченец Ушурма. Забытый в сумерках темницы, встречает свой последний час и ясно видит ваши лица, и просит каждого из вас простить его во имя Бога, как он сейчас прощает вас за наши трудные дороги и битвы, что сплотили нас. Что сделал я? Сказал народу, что можно жизнь свою отдать, но Богом данную свободу нельзя без боя уступать. По правилам худого века не может статься человек рабом другого человека ни в этот, ни в грядущий век.
Я услышал ясный голос, и отозвался он в груди, да так, что сердце раскололось. «Иди», — сказали мне, — «иди». В глухое время святотатства, несправедливости и лжи свяжи расколотое братство народов ближних и скажи, что Бог един, и Слово Божье есть действо верного глагол, а все другое — бездорожье, томление духа и раскол. И я сказал: и вы мне вняли, рассудком вашим и душой, и сабли острые достали из ножен твердой рукой, когда, отвергнув горечь страха, единой силой в первый раз под вечным знаменем Аллаха сплотился Северный Кавказ. И Он помог. И дни сражений мы твердо начали с побед, пока сердечных намерений не замутился чистый след, пока не грянул рог шайтана, когда один за одного внутри расколотого стана поднялись данники его. И вот они заголосили, давая волю языкам, и то, что мы не говорили, безбожно приписали нам. Я разве назывался шахом или пророком? Нету слов. Я только прибегал к Аллаху от зла их скверных языков. И разве я, скажите, люди, сказал хоть раз, что я святой, что жерло вражеских орудий залью небесную водой? Свидетель Бог, Его сифаты и книга вечная Его, мои земные караматы, лишь вера сердца моего, что Бог един, а все иное — трофеи мира и гроши, что наше странствие земное есть испытание души. Я призывал к благому нраву, я звал к отказу от грехов и к братству призывал во славу, пресвят Он Господа миров. Мы не носили злобы в сердце, что злоба — мертвая вода, и жажда крови иноверцев нас не томила никогда. Я клянусь идущим ночью, к сиянию звездного огня мы все увидели воочию во мраке тьмы и в свете дня. И Он сказал: они в убытке, они сошедшие с пути, возьми же в руки наши свитки и словом нашим просвети, и призови их светом знания к раскаянию и чистоте, пока ворота покаяния еще открыты для людей, пока бесследно не иссякли сердца их светом и теплом, и вот с покатой крыши сакли однажды ясным Божьим днем, когда весна жизнелюбива покрыла цветом ветви слив, я понял, вот он, час призыва, и сделал первый мой призыв. Ах, эти сливы! Помню даже чудесный дух их лепестков, а чуть поодаль, словно стража, шумели несколько дубов, как будто нарты великаны, поднявшиеся до небес из детских снов и сказок Наны. И лес, и долгий темный лес под бесконечным небосводом, венчавшим эту красоту. О чем же я? С чуть слышным стоном Мансур вгляделся в темноту.